Алсу, у нас программа называется «Секреты татарской кухни». И я бы хотел раскрыть нашим зрителям небольшой секрет. Они, кстати, не догадываются, ведь многие тебя слышали несколько раз, а некоторые слушают и днем, и вечером. Дело в том, что Алсу Каюмова является официальным голосом троллейбусов и автобусов, правильно? То есть это тот голос, который говорит «Сок булагас». Ишеклер ябыла. И на русском языке, да? Келесі тоқталыш, Галяска Камал театры тоқталышы. Вот, друзья, это Алсу Каюмова, представляете? Исәнмесез, кадерлі дуслар, здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит заслуженная артистка Республики Татарстан, ведущая актриса театра имени Камала. Встречаем Алсу Каюмова! Алсу, исәнмесез! Салям, Руслан. Мы очень рады вас видеть здесь, в нашей программе, тем более не с пустыми руками. Да, нет, не с пустыми. В нашем театре имени Камала скоро премьера. Вот я хотела пригласить вас. Спектакль «Жилкенсізлер» Карима Тинчурина. Алсу Каюмова, заслуженная артистка Республики Татарстан, актриса Татарского государственного академического театра имени Камала. Родилась 20 октября 1978 года в деревне Новая Ибрайкино Аксубаевского района Татарстана. Окончила актерский факультет Казанского университета культуры и искусств. В 2000 году была принята в труппу Камаловского театра. В театре на ее счету не один десяток ролей. Среди них Муршида в «Казанском полотенце», Ольга в спектакле «Три сестры», Насима в «Свет моих очей», Диляфрус в «Диляфрус ремейк», Турандот в «Принцессе Турандот» и многие другие. Алсу Каюмова замужем за актером Рамилем Вазиевым и вместе с ним воспитывает 3 детей. Ой, тут даже написано билеты с питанием. Да, с питанием. Спасибо Но большое. питание будет сегодня. А, здесь. Здесь. Хорошо. Мы сейчас приготовим. Что будем готовить? Так, мы сегодня будем готовить домашнюю лапшу. И если успеем, надеюсь, успеем, сметанник попробуем. Конечно успеем домашнюю лапшу и сметанник. Классические татарские блюда. Давайте начнем. Руслан, я сейчас начну тесто делать, а ты давай курицу в бульон положи. То есть пока пусть варится у нас. Да. Соль пока не добавляем ничего? Нет, не надо. Мы вообще вот первый бульон сольем. А. Сделаем бульон такой наш правильный, полезный на втором бульоне. То есть мы параллельно будем и бульон готовить, и пирог. Все делаем параллельно. Так, ну когда такой помощник рядом со мной. Так, это мы сначала для теста чуть-чуть вот дрожжи. Ага, сейчас чайную ложку, да, так и водички. Так, еще сахарку надо будет. Добавишь? Так, сколько ложек? Подсластим. Чуть-чуть. Можно побольше, да. Так. Давай, ага. Так, Алсу, ну понятно, ты делаешь тесто, но мне какое-нибудь задание дай? Так, ты давай начинку. Для нашего пирога. Для сметанника, да. Так, берешь сметану. И все, начинка готова. 5 яиц. Пожалуйста. То есть прям сметану добавляем? Да, прям туда. Так, еще сахарку надо будет. Сколько ложек? Стаканчик. Нет, смотря, сладкое любим? Ну, кто не любит сладкое. То есть добавим еще стакан сахара? Да. Так, 5 яиц, стакан сахара, хорошо. Алсу, ну и мой любимый вопрос. Вот, в принципе, по твоим блюдам, даже потому как ты уже начала готовить, видно, что на кухне бываешь часто, да? И любишь готовить? Да, часто, можно сказать, постоянно. Ну, мама 3 детей, готовить, конечно. Ты знаешь, я, конечно, вот в душе я не повар. Но мне приходится готовить, приходится вкусно готовить, так как у меня в семье все гурманы. В общем, ты мне еще вилочку дай, пожалуйста. Вилочку. А сами дети не любят готовить? Сейчас же модно, когда мама с детьми что-то Сами готовит. дети любят. Но я не люблю, когда они готовят. Потому что убираться надо за ними. И убираться надо, да. Сахар еще подай. То есть для теста мы сейчас берем сливочное масло. Сливочное масло. Так, туда сахар. На глаз. Да, ты знаешь, я вот все на глаз делаю. Алсу, ну любовь готовить появилась с рождением детей или уже с детства кто-то учил готовить тебя? Нет, с детства, в принципе, ты знаешь, вот честно говоря, я в деревне же выросла. У нас 3 девочки. У нас 3 сестры были? 3 сестры, да. У нас мальчиков не было, и я в основном с папой была. То есть я такая пацан. Пацанка? Пацанка, да. То есть, как говорится, сено косить, дрова колоть. То есть все остальные сестренки дома готовили, убирались, мыли, а ты с папой везде на ходила? лошади с папой, да. У нас пасека была, вот с папой я все время, в общем, в роли сына была.
Так, подожди, ну а готовить тогда когда? Готовить я уже, конечно, когда уже студенткой стала, когда уже как бы кушать охота становилась, когда мамы не было рядом. Вот вообще можно сказать, что меня готовить, это жизнь меня научила. Вот это слова. Да. Так, что добавляем Так, сейчас в сейчас тесто? воду добавляем. Так, Стакан теплой воды. да, стакан. Да, нет, меньше даже можно. Полстакана. Да. Алсу, ты сказал, что ты приехала в Казань. Мгм. Куда поступила? Расскажи. Я поступила в Институт культуры и искусств, Мгм. театральное отделение, актерский факультет. Ну, у тебя с детства была мечта в этот институт поступить? Ты Или... знаешь, я сколько себя знаю, Ага. все время почему-то мне вот хотелось. Видимо, это мне генетически перешло в животе у мамы. То есть мама тоже всегда мечтала стать актрисой. Сейчас муку добавляем. Но папа, и дедушка, давай ты не позволил ей. Вот. Исполнить мечту? Да. То есть родители не были против, да? Сказали, Нет. Казан, давай поступай. Ну, в принципе, да, против не были. А тяжело было вообще поступать? Конкурс большой был? Ты знаешь, нет, не тяжело было. Когда училась, конечно, были сложности. Все равно я, как говорится, из деревни в город. Для меня это был стресс такой. Сложновато было немножко. Потом привыкла. Ну вот сцену театра имени Камал, когда ты впервые увидела и почувствовала как актриса? Так, это было где-то на 2-м курсе, наверное. Меня на маленький эпизод взяли уже, будучи студенткой. Я помню, когда я вышла на сцену, когда уже не репетиция, а вот когда уже полный зал, я когда вышла, и когда увидела этот, знаешь, такая большая дыра черная, и какие-то там головы торчат, мне вообще было очень жутко. Но ты не растерялась? Нет, не растерялась, но, знаешь, вот это было страшно, и в то же время так приятно. Приятно было очень. А нам сегодня приятно, что вы сегодня к нам пришли и готовите замечательные татарские блюда. Так, тесто у нас готово почти. Ты мне сейчас скалку дашь? Так, начинка у нас тоже практически готова, все размешал. Молодец. Что делать мне дальше, скажи, пожалуйста. Сковородку приготовь. Вот такая пойдет? Пойдет. Алсу, ну вновь мы поговорим о твоей карьере. Ты уже сказал, как ты первый раз вышла на сцену, нервничала. А какая первая роль такая серьезная была? Так, первая роль, это был мой дипломный спектакль украинского драматурга Ивана Франко «Украденное счастье». В общем, а потом этот дипломный спектакль уже мы поставили для сцены Камаловского То есть театра. вошел в репертуар? То есть это как бы первая роль у меня такая главная, серьезная, драматическая. Алсу, а какие тебе роли ближе, драматические или комедийные? Ой, как тебе сказать? Ну, вообще вот комедийные роли, они, наверное, сложнее даются. А, наоборот, сложнее? Да. Мне кажется, заставить зрителя посмеяться, это гораздо сложнее, чем заставить плакать? Плакать? Нет, это проще. Вот я так думаю, да. Ну, видимо, значит, мне как-то ближе драматические роли. Так, тесто у нас готово. Давай сковородку, сейчас будем выкладывать. Так, пожалуйста. Это такой ответственный процесс. Да. Ответственный. Или. Так, и потом заливаем начинку. Да, сейчас. Аккуратненько. Так. Так, заливаем. Айда, сал. Бисмилля. Так, бисмилля-рахман-рахим. Акрин, Все заливаем или хватит? Ты пока наливай. Пока лей. Да, лей пока. Так. Ага. Так, наверное... Давай все зальем, всё, конечно. давай. Вдруг кто с театра еще придет на обед к нам. Так, отлично. Когда начинки много, вкусно же получается. И Так. защипаем края сейчас. Сейчас, да, смотри, сейчас вот эти вот Срезаем все. срезаем, да, чтобы все-таки у нас красиво все Алсу, есть у меня еще один очень интересный вопрос. Давай. Не секрет, многие зрители знают, что у вас театральная семья. То есть Да. и муж и жена работают в одном театре. И вообще есть такой секрет именно в театре Камала, что у вас очень много семейных пар. То есть актер женится на актрисе. Да. В чем секрет? Общие гримерки? Секрет. Ты знаешь, ну, как бы всегда вместе находишься. И мне кажется, вот как-то в этом где-то ходить там, искать Зачем, себе когда пару. ты в театре, да? Когда А я всё думаю, под наоборот, рукой. может, когда в одном спектакле играете роли влюбленных. Нет, не из-за этого бывает такое? Нет, это вообще это совсем не оттуда.
В общем, я думаю, то, что... Вот я, например, да... Вот, ваша история любви расскажи. Да, история любви. Мой муж Рамиль Вазиев в театре тоже работает. Мы с ним как... Я когда учиться приехала, он уже... Взял блокнот и записал. Нет. Ага, Алсу. Он уже все, он уже работал. То есть Состоявшийся актер был Да, уже? я его называла Рамиль Абысес, да, потому что он же уже актер, а я еще там 16-летняя из деревни приехала, там всякие зверюшек делает, этюды показывает. Ага. В общем, потом мы работали вместе какое-то время, потом мы еще были соседями в общежитии. То есть мы вместе на работу ходили, вместе возвращались, и вот как-то все вот так, Закружилось. да, вот так вот все началось у нас. Закружилось до того, что у них сейчас с Рамилем Аллагашика 3 прекрасных детей, Да. с чем мы вас поздравляем. Спасибо. Алсу, как красиво у тебя получается. Да. Слушай, ну сразу видно, профессионал приготовления пирогов. Можно я попробую буквально кусочек? Давай. Чтобы потом не говорили, вот Руслан вообще не готовил. Ну, здесь прям у тебя все. Да, расстояние, чтобы одинаковые были. По сантиметру, да? Да. Вот. Ну, ты уж сам мастер. Ну, есть немножко, конечно, есть. Слушай, а бывают такие моменты вот в спектакле, когда приходится реально что-то кушать настоящее? Да, бывает, часто бывает. И как? А кто там за это отвечает? Кто продукты поставляет? Или- Реквизиторы это То есть всё. реквизиторы кушать Они готовят у вас? готовят, да. Все, это как бы еду, они готовят и чай, и напитки всякие, шампанское, вино. То есть они все... Это все настоящее должно быть? Ну, не всегда, да? Но настоящее, это, конечно, в моей практике еще не было такого. Да. Ну, вообще, что вот бывает, что иногда актеры, вот взрослое поколение рассказывает, что иногда они хулиганят. Ну, у нас сегодня кулинарный квизит тоже настоящий. Да, И да, мы да. сейчас его отправим в духовку. Сколько готовим сметанник? Я обычно время так не засекаю, но смотрю, когда уже такой розовый цвет появляется, я уже убираю. Ну, я думаю, где-то минут 40. И Да, все 200 у нас готово. градусов. Мгм. Так, Давай, отправляем наш сметанник в духовочку. аккуратненько. Так, ой. Ах. Очень аккуратно надо делать, потому что начинка, она еще не стала твердой. Ну что ж, после небольшой паузы мы продолжим готовить настоящий татарский токмач. Оставайтесь с нами. Сметанник. Из масла, 1 яйца, сахара, дрожжей и муки замесили тесто. Раскатали его в пласт и выложили на сковороду, смазанную растительным маслом. Для начинки пол-литра сметаны смешали с 5 яйцами и стаканом сахарного песка. Подготовленную начинку аккуратно выложили в форму с тестом. По краю теста сделали небольшие надрезы и заложили их в шахматном порядке внутрь и наружу пирога. Сметанник выпекали в духовке при температуре 200 градусов в течение 40-45 минут. Программа «Секреты татарской кухни» вновь с вами, дорогие друзья. И у нас сегодня в гостях заслуженная артистка Республики Татарстан Алсу Каюмова. Алсу, спасибо, что ты здесь. Да уж, не за Вместе что. с Алсу мы уже приготовили сметанник, и он в духовочке выпекается. А сейчас продолжим готовить татарский токмач. Да, я сейчас буду делать тесто для лапши, а ты давай грибы поставь. То есть грибы мы Да, тоже мы будем использовать? отварим, да, прям с этой же водой. Что за грибы? Вопрос сразу. Там ассорти, лесные сушеные грибы. Так, еще надо будет нам, у нас же второй бульон уже закипел, да? Кстати, да, уважаемые телезрители, мы первый бульон слили, вот здесь наша курочка, и залили туда вновь чистой воды, и сейчас он закипит второй раз. Чистый кипяток. Чистый кипяток. Горячий, да. Тебе надо будет лук и морковь крупными кусками Порезать, да? Да. И добавить курицу? Да, курицы и соль. Посолить. Да, Все посолить хорошо. надо будет. Так, грибочки сейчас я поставлю. Ага. Так, грибочки нужно немножко посолить? Чуть-чуть. Можно чуть-чуть, да, и сюда чуть-чуть посыпешь, ладно? Так, в тесто добавляем соль. Сколько? Поменьше. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть, еще не все. Достаточно. Алсу, продолжаем наш разговор о театре Камала, о твоей карьере. Были какие-то интересные, смешные случаи у тебя? Ой, ты знаешь, меня так часто спрашивают, но почему-то в моей жизни таких вот смешных, или я их просто не запоминаю, таких случаев нету. Ты знаешь, я хочу рассказать тебе один случай, который в то время мне это казалось очень даже не смешным, но вот сейчас, мне кажется, это смешно. Мои первые ощущения
насколько ты на сцене должен быть, как говорится, правдоподобным и чем-то пожертвовать. Ага. В общем, я играла лису в садике. Это лиса, которая у вороны сыр украла и съедает, ну, как бы с наслаждением, при вороне, да? Так как в деревне у нас, видимо, сыра не было. Ну, только хотел сказать, откуда сыр в деревне. Да. Сыра не было в деревне. И, знаешь, мне дали, то есть там новогодний это утренник, там суета такая, да, я где-то там за кулисами стою. И мне дали кусок манной каши твердой. Ну, то есть это как сыр получается, да, ну, визуально. И этот кусок каши поставили на вату. И эта вата, она, то есть там, там больше ваты, чем манны. А тебе пришлось это все кушать? Мне это пришлось с наслаждением это съесть. Ну, мне, ну, действительно, С тех пор ты не кушаешь манную кашу? Нет, я люблю манную кашу, ну, без ваты. В общем, да, я тогда поняла, там ведь уже не скажешь, апа, здесь же мамак. Мне пришлось эту вату съесть, еще сыграть, что это было очень вкусно. Ну, что не сделаешь ради искусства, понимаешь? Вот и я что тебе хотела сказать. Так, Руслан, я сейчас буду раскатывать тесто. Я добавлю пока морковь Да. и лук к нашему бульончику. Ага, потом тебе надо будет мелко-мелко накрошить лук. Еще дополнительно. Да, мы будем жарить вместе с грибами. То есть грибы надо сначала обжарить. Да, обжарим вместе с луком. И, кстати, бульончик надо еще посолить немножечко. Алсу, у нас программа называется «Секреты татарской кухни». И я бы хотел раскрыть нашим зрителям небольшой секрет. Они, кстати, не догадываются, ведь многие тебя слышали несколько раз, а некоторые слушают и днем, и вечером. Дело в том, что Алсу Каюмова является официальным голосом троллейбусов и автобусов, правильно? То есть это тот голос, который говорит «Сок булагас». И на русском языке, да? Килесе тукталыш, галяска Камал театра тукталышы. Вот, друзья, это Алсу Каюмова, представляете? Вот, уважаемые зрители, будете в следующий раз на транспорте, да какой следующий раз? Завтра поедете на работу, услышите этот голос и вспомните нашу программу. Кто тебя пригласил? Слушай, и как вообще, есть такая должность, я не знаю, или это, вот как называется этот вот голос профессиональный? Ой, мне просто из студии, из какой-то вот позвонили, это какой-то частный заказ, видимо, был. Ага. Да. А почему именно тебя? Ну, они послушали, по-моему, несколько голосов. Ну, я не на русском, я только на татарском. Только на озвучиваю. татарском. Да. Оказывается, у нас очень таких остановок, я даже не помню количество. Это, знаешь, я 8 часов это записывала. 8 часов записывал все остановки Казани? Не отходя от микрофона, да. Алсу, наши грибочки готовы. Мы их отварили. Ага. Что делаем дальше? Кстати, лук не надо порезать? Да, лук надо порезать. Так, правильно. А потом надо будет обжарить вместе с грибами лучок. То есть лучок с грибами обжариваем? Да, мелко-мелко режем. Алсу, и давай поговорим, конечно, немного о твоей семье. Вот мы и говорили, что у тебя 3 прекрасных детей, супруг, также замечательный актер. Но на кухне он замечательный повар или нет? Ты знаешь, он даже на кухне круче, чем я. Вот это все Да. каждая жена так говорила, а? Что муж лучше, чем супруга на кухне. Да. Ну, это, в принципе, это не зря же все знаменитые шеф-повара, мужчины. Это все-таки такая вот, у них рука, видимо, лучше подходит. Ты знаешь, он тортики всякие вкусные делает. Он вообще вот кондитер по сладостям. Он сам сладкоежка. И, Слушай, ну это кондитерские изделия сложнее всего готовить. да, вот именно. Я, кстати, не очень люблю вот всякие тортики там эти. Но вот, конечно, у него пахлява вот. Пахлаву делает? Да, он пахлаву делает, это отменное что-то, очень опасное пахлава, потому что невозможно остановиться. И дети, наверное, всегда радуются, когда папа на кухне готовит. Уж, конечно, да. И пироги всякие тоже необычные он делает. Слушай, Алсу, ты мне открыла тайну. Уважаемые Рамилявы, мы ждем вас в нашей программе. Договорились? Вот супруга была, будете готовить нам пахлаву алабирса. Так и передай. Да. Договорились? Да. Так, Руслан, сейчас у нас начинается самое интересное. Будем резать. Алсу, как ты все-таки режешь лапшу? Тоненько или вот такой деревенский вариант, более толстый? Ты знаешь, я вообще вот дома, если честно, да, я пользуюсь лапшорезкой. Потому что мой Всё, мы супруг поняли. любит, чтобы лапша была тоненькая. Вот. У меня руками, конечно, так тонко не получается.
Хотя многие люди любят, когда лапша потолще, пошире. Ну, знаешь, это, наверное, кто провел детство в деревне, например, как я. Я люблю, когда лапша такая толстая, она прям чувствуется, понимаешь? Ну да, вот что многие это так как говорят. Маш прям настоящий. Да, такой, многие так деревенский. говорят. Да. Алсу, кстати, хотел спросить, был ли у тебя опыт работы в кино или на телевидении? Ты знаешь, вот как раз вот я позапрошлом году, что ли, снималась у Салавата Юзеева в короткометражном фильме. И мне там приходилось вот это вот все... Как назывался фильм? «Пельмени» назывался. «Пельмени»? Фильм. Да. Кулинарный фильм? Да, и я целый день делала вот эти вот для пельменей, вот этот... Жаймаляр. Жаймаляр, да, жаймаляр делала. Основу для пельменей. Да, и на следующий день у меня руки вот здесь, я щит держать ничего не могла, у меня руки. Потом То есть полгода целый пельмени день. не готовила. Да, и кушать уже не могла уже все, потому что мы там делали эти пельмени и ели, то есть целый день. Вот. Слушай, я бы на такие съемки бесплатно пошел бы даже. Делать пельмени и целый день их кушать. Ну, ты знаешь, Мечта любого татарина. нет, это не так приятно, как ты думаешь. Алсу, у меня грибочки, кстати, готовы. Ага, давай. Сейчас мы их добавим в бульончик. Курицу мы уже вынули. Да. Ой, какая красивая лапша получается. Кстати, многие хозяйки вот так вот делают, да, чтобы тарался. Да, чтобы немножко подсохло, чтобы не склеилось. Да. Итак, добавляем грибочки в наш бульончик. Слушай, ну оригинальный рецепт. Такую лапшу мы здесь, ну, на моей памяти не готовили, это точно. Ну, это вкусно получается очень с Так. грибами. И добавляем чуть-чуть Бульончика, бульончика, в котором мы готовили наши грибы. Грибной вкус присутствовал в бульоне. Так. Ну и сейчас подождем, когда наш бульон закипит, и добавим туда наш токмач. Токмач. Так, лапша у нас готова. Осталось только ее положить В бульончик, в бульончик, да. так, который у нас кипит. Так, у нас, да, бульон сильно кипеть не должен, когда кладешь. Вот то- чуть-чуть, да? Сейчас Да, убавлю. прям это да, убежит. Обычно лапшу готовят пару минут, наверное, максимум, да? Да, минут 2. И вот когда помешиваешь, так очень красиво. Бульон у нас получился, кстати, прозрачный. Да. Напоминаю, курочку мы уже вынули, отдельно мы ее подадим. И остается только попробовать и наш бульон, и, конечно же, сметанник. Токмач ашы – суп-лапша грибная. Из курицы сварили бульон, причем первый бульон слили, так как суп у нас на втором бульоне. Заранее замоченные сушеные грибы сварили и обжарили на сковороде с репчатым луком. Из одного яйца, воды, соли и муки замесили крутое тесто, раскатали в тоненький пласт и нарезали лапшу. В куриный бульон положили нарезанные крупными кусками лук и морковь, приправили специями и варили несколько минут. Далее в бульон добавили обжаренные грибы и за несколько минут до готовности в суп положили лапшу. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш новый канал на YouTube. Алсу, сейчас наступил самый вкусный и приятный момент нашей программы. Мы будем пробовать наши блюда. Предлагаю начать с токмача. Давай, попробуем. Давно я не пробовал лапшу по такому очень интересному рецепту. Получилось. Итак, кто первый? Давай буду это я. Давай. Сейчас, чтобы попали грибочки. Я даже волнуюсь. Ну и как? Незабываемый, неповторимый вкус. Это здорово. Очень вкусно. Алсу, на самом деле мы с тобой не заметили, что в нашей программе сразу две премьеры. Во-первых, такой суп не готовили мы, да? Ага. Ну и сметанник тоже по такому рецепту впервые, поэтому Давай давай попробуем сметанник тоже вторую попробуем. премьеру. Так. Давай. Во рту тает. Очень вкусно. Очень вкусно. Алсу, вот и настал финал нашего кулинарного спектакля. Все блюда получились шикарными, очень вкусными. Премьеры состоялись. Браво! Какие мы с тобой молодцы. Приходи еще! Я, конечно, вас тоже всех хочу пригласить в наш театр на премьеру. И вас тоже, дорогие телезрители. Ждем вас в театре. В театре Камала, где вы сможете увидеть лично Алсу Каюмову и других замечательных актеров. Это была программа «Секреты татарской кухни». Смотрите нас каждый день на канале ТНВ. Сау болыңыз, достар. Пока-пока.